Более 20 человек погибли, 52 получили ранения в результате теракта, совершенного террористом-смертником в церкви пророка Илии в столице Сирии Дамаске. Церковь подверглась нападению, когда прихожане собрались на воскресную службу. Теракт произошел в районе Дуэйла, расположенном на окраине Дамаска. Власти начали расследование этого инцидента, поскольку страна стала свидетелем одного из самых смертоносных нападений подобного рода за последние годы. Мы начали слышать выстрелы за пределами церкви, которые продолжались почти 2 минуты. Сначала они были прерывистыми, затем стрельба переместилась на церковный двор и в конце концов внутри церкви. Внезапно вошли 2 человека с поясами со взрывчаткой и привели их в действие внутри церкви во время мессы, которую мы проводим каждое воскресенье. Взрыв привел к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям, в результате чего скамьи были разбиты, иконы повалены на землю, а на месте происшествия образовались лужи крови. Силы безопасности быстро оцепили район, чтобы эвакуировать погибших и раненых. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение, но по имеющимся данным оно было связано с исламским государством. После взрыва в церкви специальный посланник США в Сирии Том Барак написал в своем посте в социальных сетях: «Этим ужасным актом трусости нет места в новой материи всеобщей терпимости и вовлеченности, которую ткут сирийцы». Они всегда говорят, что это отдельные действия, за которые правительство не несет ответственности. Но, к сожалению, наше государство не защищало нас от этих отдельных действий. Оно вообще не защищало нас. Это создало у нас впечатление, что отдельные действия стали институциональными, а не только индивидуальными. И мы не привыкли просить защиты у кого бы то ни было. Свидетели рассказали, что вооруженный человек с закрытым лицом вошел в церковь и открыл огонь по людям. А когда толпа набросилась на него, чтобы вывести его из церкви, он привел в действие свой пояс со взрывчаткой у входа. Мы только что закончили молитву и собирались уходить. В это время люди все еще были внутри. Затем вошел кто-то в маске и с оружием в руках. Он открыл огонь по людям и многих убил. Церковь была переполнена. Люди бросились к нему и окружили его. Затем он взорвал себя у дверей церкви. Тела были разорваны на части и разбросаны, а церковь разрушена. Нападение на церковь стало первым подобным нападением в Сирии за многие годы, поскольку Дамаск, находящийся под фактическим исламистским правлением, пытается заручиться поддержкой меньшинств.